Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня у нас погода замечательная. -2 градуса на улице, тепло. Но, конечно, есть немножко ветерок. 8-9 метров в секунду, но ветер теплый. Сегодня я решила своим мальчикам приготовить пиццу. Перед уходом в школу у меня младшенький Владислав спрашивает: «Мамочка, а сегодня пицца будет?» «Будет, — говорю, — если мне 5 принесешь». «Ладно, — говорит, — принесу». И мои дети пошли в школу. Пока они в школе, я немножко прибиралась, ухаживала за скотиной и решила приготовить пиццу. Заодно ролик снимать, вам показать. На прошлом ролике я вам показала обзор мини-печи Оберхоф. 3 в одном. Вот я здесь каждый день что-нибудь доготовлю. И пицца получается изумительная и вкусная. Вот дети просят и просят, чтобы я готовила пиццу. Ну, раз просит, значит, надо приготовить. Ничего такого нет, трудного нет. У меня вся техника дома. Слава Всевышнему. Тоже у меня миксер от компании Оберхоф. Начинаем готовить пиццу. Здесь у меня 400 грамм муки. Можно брать 400, можно 430 где-то, но я взяла пока 400 грамм. Мука бывает разная, поэтому если даже 430-450 грамм муки возьмете, все не кладите. И сюда кладем 30 грамм подсолнечного масла. Можно 30, можно 40, можно 50. Но я пока кладу сегодня 30 грамм. Здесь у меня чайные ложки соли, столовые ложки сахара и 8 грамм сухие дрожжи. Я все сюда кладу, все подряд. По отдельности мешать не буду. И где-то 250 миллилитров теплой воды. Можно комнатную, можно чуть теплую. И включаю миксер на первом положении. Пусть потихоньку мешает. И я буду пока готовить начинку. Приготовила я колбасу полукопченую и вареную. Здесь у меня сыр, 2 вида сыра, я не знаю, как они называются, но вот это, по-моему, российский сыр. Натерем на терке. Мои внуки любят, когда очень много сыра. Им нравится. И поэтому стараюсь готовить пиццу, как им нравится. Кстати, сестренка Минзаля из Узбекистана и сестра старшая моя Сайма передают вам огромный привет. Желают вам здоровья, удачи и всего хорошего. Все живы, здоровы, слава Всевышнему. Сестренка, как всегда, лечится, которая в Узбекистане, Минзаля. Чувствую, говорит, себя хорошо. Ну и слава Всевышнему. Что у меня в холодильнике есть, вот и готовлю. Можно сюда и оливки. Кстати, у меня оливки есть. Можно огурцы соленые, можно свежие. Кому как нравится. Но я готовлю, что у меня есть в холодильнике. Вот
такие грибы, шампиньоны. Ну что ты, мой хороший миксер планетарный, уверховщик? Все сделал? Так, все чисто работает. А тесто какое эластично получается. У меня здесь 400 грамм муки. Как ты хорошо работаешь. Молодец. Теперь я уберу, накрою целлофаном где-то минут на 30. Если у меня дрожжи хорошие, значит за 30 минут тесто поднимется. Ну вот, мои хорошие, тесто мое готово. Я еще раз помну повторно немножечко и разделю на маленькие кругляшки. Немножечко смажу тарелочку. Вот такая тарелочка у меня. И немножечко руки. И разделю на маленькие кругляшки. И один кругляшок я сделаю побольше. Потому что я купила себе вот такую противень для пиццы. Я здесь уже пекла. Но, конечно, жалко, что я не смогу приготовить на своей мини-печи, потому что противень большая. Мне надо будет покупать немножко поменьше. Но все равно приготовила на газовой духовке. Сделаю кругляшки и оставлю тоже минут на 20. Второй раз уже тесто наше будет подниматься быстро. Тесто какое хорошее, мягкое, воздушное. Намажем сковородку немножко подсолнечным маслом. Скалкой я не работаю. Работаю руками вот так. Пицца, конечно, будет маленькая, но будет очень-очень вкусная. Теперь я положу сюда немножко майонеза, немножко кетчуп. Кетчуп я много не кладу, потому что будет кисловатый будет вкус. Немножко только покладем. По краям оставим где-то сантиметр расстояния. Кладем колбасу. Кому сколько класть, зависит от вас. Много ли, мало ли надо. У каждого свой вкус. Кто-то любит много колбасы, кто-то мало. Поэтому сами смотрите. Сейчас сыр положим. Сыр, конечно, мои дети любят, когда много кладу. Поэтому, не жалея, я кладу сыр.
Вот так. Вот так все. И немножко сверху помидорчиков. Конечно, когда помидоры щири, получается очень даже красиво. Ну и так зато вкусно. Ничего страшного. Можно зелень положить еще. Можно лук. Это по вашему желанию. Как вы хотите и сколько вы хотите. Вот пицца одна. Теперь у меня еще одна сковородка есть. И которое тесто большое я оставила сюда. Мне, конечно, противень очень даже нравится. Но придется мне газовой духовке готовить. Ничего страшного. И там буду готовить, и здесь буду готовить. На газовой духовке, конечно, минут 25 надо держать. Подольше там. А здесь на мини-печи 3 в одном. Оберхофе. За 10 минут можно приготовить пиццу. Я вам покажу, вы увидите. И убедитесь. Очень даже быстро. Если готовое тесто есть, в холодильнике что-то есть, даже когда гости придут внезапно, можно все приготовить за какие-то считанные минуты. Еще чуть-чуть. Тоже по краям оставим где-то 1 сантиметр. Вот и все. А эту пиццу я хочу с грибами. Вот так все. С грибами тоже очень даже вкусно все получается. Будет вкусно. Готовьте с нами чай пить, мои хорошие. Грибы не солим, не отвариваем, потому что здесь все хорошо печется, и сыр у нас соленый. Поэтому можем не солить. Теперь пиццу отправим в духовку. Эту пиццу буду готовить на газовой духовке, а эту пиццу буду готовить в электродуховке. Ставим пиццу. Включаем печку. Поставила я пиццу 10 минут 180 градусов. И поехали. Печка включилась. Как только 10 минут пройдет, автоматически печка отключится и даст мне сигнал, что все, мол, готово. Вынимайте пиццу быстрее и поешьте.
на доброе здоровье. Вот такая у меня мини-печь аэрогриль дегидратор Моффин L24 от компании Oberhof. Украсим немножко маслинами и отправим в газовую духовку. Вот и все, мои хорошие. Поставлю тоже в духовку. Автоматически включилась конвекция и пошел обратный счет. Запах ароматный. Вот и все. Пицца готова. Печка говорит, все готово у меня. Можете забирать и кушать пиццу. Вкусную, вкусную. Сейчас пока немножко пусть остынет. Потом я вам разрежу и покажу, как здесь быстро готовится. Прямо готовлю с удовольствием. И здесь готовится пицца. Края уже зарумянились. Через минуточку я выключу. Здесь у меня готовится пицца 25 минут при температуре 180 градусов. Вот и все. Наша пицца готова. Вот эту пиццу я приготовила на мини-печи 3 в 1. Моффин L24 от компании Oberhof. А эту пиццу я приготовила на газовой духовке. Конечно, на газовой духовке у меня на 15 минут дольше пицца пеклась, а на электродуховке 3 в 1 пеклась за 10 минут. Разница большая. Конечно, мне вот такую противень, здесь дырочки вон, хочется купить поменьше, чтобы я приготовить могла вот на этой электродуховке. Вот посмотрите, сейчас одинаковое тесто, одинаковые продукты. И знаете, здесь, который на электропечи я готовила, пицца, будет вкуснее. Здесь тоже, конечно, пицца вкусная, но все равно разницу дает. Почему? Я не знаю. Подскажите, пожалуйста, почему так? Конечно, среди моих подписчиков и зрителей есть очень умные, мудрые люди. Ученые, может, есть. Ученым, конечно, некогда смотреть мои простые ролики. Но все равно, может, кто-то уже на пенсии, может, кому-то уже делать нечего, может, кто-то смотрит мои ролики и даст мне ответ. Пицца такая мягкая, а края корочки хрустящие. Вот, мои хорошие, какая вкуснятина. Давайте, мои хорошие, собирайтесь ко мне быстренько пить чай. И попробуйте мою пиццу. Вкусную. Надо мне купить пиццерезку. Вот какая пицца. Снизу вот такие дырочки. Пицца вкусная. Очень вкусно. Я как дитё люблю все вкусное и сладкое. Хотя мне вот это все нельзя. Ну что ж поделаешь, если все вкусно и аппетитно выглядит.
Я бы, конечно, сейчас угостила бы своих подписчиков, любимых, но никак не получается. Кому понравится моя печка, очень классная, я вам ссылку оставлю в интернет-магазин Оберхоф. И также оставлю рецепт. Ну, на этом я свой ролик заканчиваю. Всем желаю здоровья, удачи, благополучия и мирного неба над головой. Всем пока-пока. До следующих встреч. Всем пока-пока.